министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Юрий Николаевич Горлов и министр продовольствия и сельского хозяйства Республики Гана Эрика Поку, Minister of Agriculture and Food of the Republic of Belarus Yuri Gorlov and Minister of Food and Agriculture of the Republic of Ghana Эрика Поку подписывают меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Министерством продовольствия и сельского хозяйства Республики Гана по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства. Assigning Memorandum of Understanding between the Ministry of Agriculture and Food of the Republic of Belarus and the Ministry of Food and Agriculture of the Republic of Ghana on cooperation in agriculture. Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Михайлович Мятликов и чрезвычайный полномочный посол Республики Гана в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Комастим Джехуапьях, Chairman of the Belarusian Chamber of Commerce and Industry Mikhail Myatlikov, and His Excellency Ambassador of the Republic of Ghana to the Russian Federation and the Republic of Belarus concurrently, Mr. Комастим Джехуапьях, подписывают соглашение о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Ганской национальной торгово-промышленной палатой. Assigning cooperation agreement between the Belarusian Chamber of Commerce and Industry and the Ghana National Chamber of Commerce and Industry. Ваше превосходительство, уважаемые гости, дамы и господа, церемония подписания официальных документов завершена. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the signing ceremony of official documents is completed. Ваше превосходительство, уважаемые члены делегации, представители средств массовой информации, мы только что провели продуктивные переговоры с президентом Ганы, уважаемым Джоном Драмани Махамой. Это первый визит на высшем уровне в истории белорусско-ганских отношений, которым на днях, а точнее 5 июня, исполнилось 34 года. До недавнего времени наше взаимодействие происходило в основном в рамках международной повестки. Позиции Минска и Акры традиционно близки в Организации Объединенных Наций, движении неприсоединения. Так мы вместе работаем над формированием более справедливого многополярного мироустройства. С точки зрения наших стран абсолютно совпадают. Мы поддерживаем президента Махаму и в его усилиях по восстановлению исторической справедливости, признанию трагических страниц мировой истории, страниц, связанных с трансатлантической торговлей людьми, колониализмом и многовековым угнетением народа в Африке. Вот поэтому главной философией нашего движения в Африку, работы в Африке, является то, что мы не неоколониалисты, мы идем к вам как друзья.
Беларусь одной из первых на площадке Генассамблеи ООН присоединилась к инициативе ГАНУ, признающей работорговлю тягчайшим преступлением против человечности, и стала единственной европейской страной соавтором соответствующей резолюции. Мы знаем, что нацизм – крайняя форма колониализма, что это такое, поэтому голос и поддержка Беларуси всегда будут на стороне Ганы и других африканских стран. Сегодня мы открываем новую главу нашего сотрудничества, теперь уже в двустороннем формате. Состоявшиеся переговоры подтвердили наличие хорошего задела на перспективу в торгово-экономической сфере по теме укрепления продовольственной безопасности, в гуманитарных вопросах, таких как образование, медицина. Мы с президентом настроены динамично развивать взаимодействие по всем этим направлениям, ставя во главу угла экономику. Президент сегодня на переговорах поднял вопрос об открытии посольств двух стран. Мы поддерживаем такую инициативу, но очень хотели бы, чтобы совместный наш комитет межправительственный, который мы только что создали, начал свою работу, чтобы в развитии этой работы посольством также была соответствующая работа. Флагманский проект «Комплексная механизация сельского хозяйства» и в результате переговоров, я бы добавил, открытие мультибрендового центра нашей продукции в Гане, чтобы могли работать, как предложил президент, на соседние страны, страны Центральной Африки. Это еще один такой флагманский проект. Но нам надо быстрее создать план нашего сотрудничества, такую дорожную карту, как с другими африканскими странами, по которой мы могли бы оперативно двигаться. Подчеркиваю, наш большой интерес в создании, как сказал президент Ганы, создании соответствующего хаба белорусской продукции на западе Африки. Мы готовы внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности вашего государства. Такой опыт уже имеется. И он свидетельствует, что реализация таких проектов объективно повлечет за собой расширение партнерства во многих сферах. Президент также правильно поднял тему переработки сельскохозяйственной продукции. Переработка сельхозпродукции имеет большой смысл, когда есть производство этой продукции, сырье. Сегодня подписан ряд соглашений, которые существенно укрепили договорно-правовую базу межгосударственного взаимодействия наших стран. Они призваны активизировать торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие между министерствами сельского хозяйства, торгово-промышленными палатами, другими министерствами. Упростятся поездки, прежде всего для владельцев дипломатических и служебных паспортов, чтобы вопросы сотрудничества решались максимально оперативно и к общей выгоде. Я абсолютно убежден, что по итогам визита и знакомства с потенциалом Беларуси по производству техники продовольствия гости из Ганы наглядно убедятся в серьезности наших намерений и предложений. Мы достигли договоренности уже в ближайшее время, которые воплотятся конкретные совместные проекты в абсолютно самых различных областях. Не сомневаюсь, эффект будет значимым и обязательно взаимовыгодным. Ваше превосходительство, позвольте поблагодарить вас за искренний и конструктивный подход. Убежден, ваш визит – это начало большой работы, дружбы и плодотворного экономического сотрудничества Беларуси и Ганы на десятилетия вперед. Еще раз подчеркну, мы создали совместный межправительственный комитет, соответствующую комиссию, которая выработает в ближайшие недели, месяцы план наших действий, дорожную карту и положит нам их на стол для подписания.
Я благодарю вас за то, что вы пригласили меня посетить вашу прекрасную страну и побывать у вас дома, на ферме. Думаю, что там нам будет о чем там поговорить. К этому визиту наши министры, наши специалисты посетят вашу страну и уже смогут нести конкретные предложения по подписанию не только меморандумов, но и контрактов сотрудничества наших предприятий с вашими. Мы крайне заинтересованы, чтобы совместные предприятия появлялись как на территории Беларуси, так и на территории вашей прекрасной страны. Очень рассчитываю на плодотворное сотрудничество. Еще раз подчеркиваю, мы готовы не только поставлять, создавать, производить технику и прочие продукты нашей общественной жизнедеятельности, но и обучить ваших людей тем технологиям, которые сегодня очень нужны для Ганы. Закрытых тем нет, и это не только сельское хозяйство и поставка промышленной продукции, но и сфера военно-промышленного комплекса, о которой президент говорил на наших переговорах. Я желаю успехов в работе специалистов Ганы, специалистов Беларуси. Еще раз подчеркиваю, все будет зависеть от вашего желания и от вашего стремления наладить сотрудничество с нашей страной. Мы свой путь пройдем достаточно быстро и эффективно, потому что мы люди обязательные. Еще раз благодарю вас за то, что вы приехали к нам в Беларусь. Спасибо. Пожалуйста, господин. Thank you very much, Your Excellency. Большое спасибо, господин президент. President of the Republic of Belarus, honorable Уважаемый господин президент Республики Беларусь, уважаемые министры, уважаемые члены делегации Ганы и Беларуси, дамы и господа. Для меня огромная честь находиться здесь вместе с президентом Республики Беларусь на церемонии подписания важных документов. Я хочу передать теплый привет и наилучшее пожелание народа Ганы, правительству и народу Республики Беларусь. И позвольте мне с самого начала выразить то, насколько высоко мы ценим гостеприимство, которое нам оказал президент Республики Беларусь и народ этой страны. Мы ценим этот теплый прием, и мы почувствовали эту теплоту с момента прибытия в вашу страну. Этот прием показывает не только доброту белорусского народа, но и взаимное уважение и стремление к сотрудничеству, которое наши две страны будут развивать и развивали в прошлом. Это важный момент в наших отношениях, и этот момент дает нам возможность еще раз подтвердить наши обязательства и готовность построить современное, взаимовыгодное партнерство, построенное на взаимном уважении, равенстве и практическом сотрудничестве. С момента установления дипломатических отношений в 1992 году наши страны постоянно конструктивно сотрудничали друг с другом. Гана и Беларусь имеют общее стремление, общее желание, процветание для обеих стран, использование экономических достижений и высоких технологий для построения современного общества, которое способно столкнуться и ответить на все современные вызовы. Сегодня мы предпринимаем важный шаг для претворения наших желаний в жизнь, для получения конкретных практических результатов и построения равного партнерства на пользу обеих стран. Я рад, что этот визит вылился в подписание ряда двусторонних соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Один из них посвящен созданию совместного комитета по сотрудничеству в сфере экономики, и второй документ о сотрудничестве между палатами торговли и коммерции
в частности, в сфере сельского хозяйства. Эти меморандумы, эти соглашения – это не просто дипломатические достижения. Это документы, которые создают практическую основу для сотрудничества, для частного сектора, для государственных структур, работать более эффективно вместе. Это структура, которая позволит нам устранить барьеры в общении между нашими странами и позволит нам создать новые возможности для экономического роста и технологического развития. Господин президент, сельское хозяйство остается центральным вопросом развития Ганы. Мы планируем не только нарастить производство продуктов питания, мы хотим развивать современный сектор, построенный на современных технологиях в сельском хозяйстве, который приведет к укреплению нашей продовольственной безопасности и позволит нам повысить уровень жизни и уровень достатка нашего населения, проживающих в сельских регионах. Нам бы хотелось использовать эти новейшие технологии для максимально эффективной работы нашего сельского сектора. Для достижения этих целей мы ищем возможности для сотрудничества, и мы видим их в Республике Беларусь. Беларусь пользуется прекрасной репутацией в сфере механизации сельского хозяйства, производства сельской техники и в области исследований в сельском хозяйстве. Мы рассчитываем на формирование истинно стратегического партнерства, в рамках которого будут работать и передача опыта и технологий, и инвестиции. Потенциалом Ганы и опытом и знаниями, которые есть у Республики Беларусь, мы сможем обеспечить не только продовольственную безопасность Ганы, но и выйти на взаимовыгодные результаты сотрудничества для обеих стран. Мы планируем сотрудничать и в горнодобывающем секторе, и в секторе производства фармацевтических товаров, и в других областях, и мы будем рады увидеть делегации Республики Беларусь в нашей стране. В частности, мы будем рады в скорейшем времени принять делегацию БелАЗа у нас для расширения нашего сотрудничества. Мы будем работать над вопросами образования, возобновляемых ресурсов, энергетики и промышленности в целом. Гана – это страна, у которой много возможностей для иностранных инвесторов. У нас стабильная экономика, мы работаем над улучшением инфраструктуры, у нас молодое население, у нас растущий рынок, который создает прекрасные возможности для наших международных партнеров. Мы работаем над нашей программой экономического сотрудничества и экспорта, и эта программа предусматривает также работу с инвесторами и созданием новых предприятий. Мы будем рады наладить сотрудничество между бизнесменами Ганы и Беларуси для того, чтобы выстроить партнерство, которое позволит создать новые рабочие места, обмениваться знаниями и в целом углубить наши экономические отношения. Господин президент, наше сотрудничество очень важно на фоне геополитических и экономических событий мира. Продовольственная безопасность остается приоритетным вопросом для всех стран. Существуют также и другие проблемы, такие как изменение климата, военные конфликты, другие глобальные вопросы. И в такой обстановке выстраивание равных партнерских, взаимоуважительных отношений – это очень важно. Мы готовы выстраивать такие отношения с Республикой Беларусь по всем отраслям промышленности и экономики. И мы, представляя глобальный юг, будем рады выстраивать подобные партнерские отношения со всеми странами, которые готовы построить более сбалансированный и инклюзивный мировой порядок. Наша встреча сегодня отражает эту философию и демонстрирует, что мы разделяем мнение о том, что нужно работать над достижением общего процветания. Господин президент, я уверен, что наши дискуссии, которые состоялись сегодня в ходе этого визита, откроют новую страницу в истории наших отношений и позволят продемонстрировать эти отношения, продуктивные отношения всему миру. Я надеюсь, что результатом станут не только соглашения, которые мы подписали сегодня, но и конкретные действия, которые принесут конкретную пользу гражданам обеих стран.
Мы готовы работать с Республикой Беларусь для того, чтобы убедиться в том, что все соглашения исполняются. Мы готовы сотрудничать и по дополнительным областям для достижения наилучших результатов. Мы готовы к построению равного партнерства для того, чтобы достичь видимых результатов в экономической сфере и в сфере процветания обоих народов. Я хотел бы пожелать народу Республики Беларусь долгой жизни. Я хотел бы также пожелать долгой жизни Республике Гана. И я хочу пожелать обеим странам того, чтобы наше партнерство стало длительным и полезным для обоих народов. Спасибо.